Барыгиня пирамида, на. И картина тоже. А вы куда, расскажите? Тот самый непредвиденный случай, когда резко захотелось в туалет, а ты приехала в пятерочку, которая далеко от дома, и побежала за гараж. A few moments later. Вот плюсы жить в деревне, ай. Хин городта пятерочканың артына барып келе алармын мен, как етеді? Хрен тебе. А мына ауылдан ағастар арасына можно было барып келерге. Блин, Зарина, ты посмотри, у меня сзади все нормально. Ага. Точно? Мгм. Потому что там трава была очень высокая и была очень опасна. Ну и ты поняла, да? Ой, у вас этот шортики мокрые. Ну ярый, мокрый, это нормально. Меня навертел алдым, потому что на всякий пожар. С облегчением. Самое главное, бухаешь, маған. А прикинь, мына гордта яшаһаң, блин, Зарина. Ты бы не смогла в туалет Там побежать. есть кафешки любые, куда можно Ага, сходить. кафеға индірмейдер. Ана тігі тәмде тортап келелер. А можно его сразу забрать отсюда прям? Давайте вот Подпись где? Какой подпись? Я вам поставлю подпись. Я же купить хочу. А, не подпись. Мне за наличку. Давай, налички нету. Так, нам нужны, короче, крабовые палочки, сыр творожный. Я взяла это с зеленью, но можно брать без зелени. Икра вот с копченым лососем. Можно, кстати, и с креветкой. Вот эта вот фигня называется нури. Из нее делают суши. Острый соус, чили. Кутяну эту. Острый ашаганда. А потом вы бежите вот за пятерочку. Майонез. Сыр. Поддержать бельбеевского производителя. Или же поддержать вот этого. Либондундурдур. Маздам прикольный, кстати, сыр. А давай Маздам возьмем. А давай два возьмем. Рис у нас дома есть, друзья. Мама сдала это Юрий по-моему, да, куранга камера. Удобно, да? А еще кондиционер Да, работает. еще кондиционер. Вот кондиционер это вообще огромную роль играет, оказывается. В жару очень тяжело на Матизике. Матиз будем ремонтларға. На ремонт отправим его. Альберт, конечно, был против. Сегодня будет очень прикольный рецепт. Необычный. А то надоело щи, борщи, Пироги. пирожки, койма. Что-то необычное охота. Поэтому сегодня решила приготовить, знаете что? Ну, скоро, короче, узнаете что. Честно говоря, вот уже надоело каждый день одно и то же готовить. В неделю один раз готовлю пирог с капустой. Коймак прям. Из картошки пирог готовлю. Суп, лапша, картофельное пюре или картофельная запеканка раз в неделю делаю. Зарина там что-то закупилась на Вайлберс. Сейчас она даже на наш Вайлберс свои заказы заказывает, прикиньте. Чего? Уже кусинген бедге, что даже свои заказы на наш Вайлберс заказывает. Чего дал, да? Это между прочим. Мы заказали новую какую-то плойку. Она офигительно прикольные кудры делает Зарина. Спортсменка Милева Шепа заказала себе супер крутые наколенники. Наколенники, потому что у меня коленки слабые, друзья. Поэтому мне Аня, тренер, сказала наколенники взять. Мужчина! Мужчина! Я отсюда проеду! Проедете, а что? Нет, честно. В смысле, что, мне вас обманывать, что ли? Вы можете посмотреть? Давайте. Сейчас. Ой, мне было страшно. Ой, это очень страшно будет. Спасибо большое. Ой, какие. Я вообще чуть не перезвала. Опять. Это, оказывается, я из-за стресса, блин. Она бы пометила еще и монеточку. Останется один магнит. Зарина, күлдірме, адыр, блин. Опять біреулемеге ілегалады. Когда мужиктарға тәдір асып шайтып айтсам, алар так сразу остро реагируют. Почему? А вот тут я проеду? Да, и чё? Мне говоришь, это ладно. Ну, может, вы не так нежно Нет, спрашиваете? да. Шанхун, мне там, помогите, пожалуйста, посмотрите, пока я проеду. Чем Шанхун ел моя лада и помогаю. Надо останавливаться и говорить: ой, здравствуйте, помогите мне, пожалуйста. А можете мне помочь? Я так не умею. Умеете? Вы что, еще актриса, блин? Да. Это вот с тобой прокачет такая тема, а со мной уже нет. Это какой-то, знаешь что, спереди, сзади пионерка, спереди пенсионерка, вот Шулай. Очень красиво, молодо выглядите. Я еще как подросток специально одеваюсь. Чтобы люди думали, что я подросток. Шултик лемия, шуматур, халау, сибер. Кыдыкай.
Ай. Короче, друзья, начинаем готовить это ленивые суши. Или, может быть, даже не ленивые суши, а, короче, котлетки из крабовых палочек. Короче, вот, крабовые палочки, 2 упаковки мы открыли. Я решила не пропускать через терку, потому что через терку слишком долго, а попробовать пропустить их через блендер. Сейчас узнаем, что получится из этого. Походу, дела будка получится. Нифига вот корми, бляха-муха. Что за фигня? Рис у нас уже, друзья, готов. Сейчас он остынет, и мы перемешаем все ингредиенты и отдельно сделаем соус. Бляха-муха, не, наверное, друзья, все-таки через терку надо. Не пойдет. Ну, через терку долго, блин, да. Вилкой-то легче, друзья, оказывается. Мы попробовали все способы протирания крабовых палочек и поняли, друзья, что вилкой намного быстрее. A few moments later. Мы, короче, попробовали все способы еще раз и поняли, что бармактарман намного быстрее. Ну, правда же! Ну, посмотри, бармактарман-то наоборот, на 1 минутта өтмей, 1 секунд қана тратил. Мынаны кетіріп сығады, мынаны кетіріп сығады. Блендермен іштені. Терканы ғана іштені. Терка, я знаю, что тяжело. Бармак сырғалы. Через секунду мы попробовали все способы и решили, что через терку самое быстрое. И решили, что аяқтармен намного быстрее. Ты квашеный капустаны көрмей квасить папа. Без перчаток, ужас, қолым не уламай, умағанымы білеп болмай. 5 артына барып туалетке барып кигеніне. После этого, кстати, ваши руки не мыли. Мыло? Как ты что, совсем что ли? Итак, друзья, крабовые палочки готовы. Сейчас мы туда отправляем рис отварной. Немножко горячий, конечно, но сейчас он, наверное, остынет. Он согреет крабовые палочки. Холодные крабовые палочки не смогли устоять перед горячими объятиями риса и остыли. Потом, короче, друзья, туда же отправляем творожный сыр. Потом, короче, друзья, мы ножницами будем резать вот это вот суши нори, вот это вот, морские водоросли. Действительно пахнет водорослями. Надо резать прямо ножницами. Шопики. И все это масло долтар мы перемешиваем. Можете перемешивать в перчатках, можете перемешивать ложкой, можете перемешивать руками. Кому как удобно. Мне удобно руками. Я люблю вообще голыми руками работать. Также голыми ногами могу работать. Надо попробовать, что это такое вообще. На суши похоже, на вкус. Офигеть, прикольно. Очень прикольно. Пока что мне нравится. Ну и сейчас готовим, друзья, соус. Для соуса нам понадобится тертый сыр. Сыра много не бывает, как говорится. У нас много получится этих суши, поэтому я целую пачку пропустила. Потом туда отправляем икру, в которой нифига нету икры, как Альберт говорит. Блин, это много похотело тоже, да. Соус чили. Сюда же. Вы по пропорциям смотрели? Нет, я всегда готовлю на глаз. И получится у нас соус для наших ленивых суши. Я их называю ленивыми сушами. Это мой рецепт будет. Я, короче, все рецепты, между прочим, краду, а потом выдаю за свои. А что, я часто так делаю? Так же, как с вайнами поступаю. Я же тоже вайны краду у казахов и выдаю их за свои. Работает. Вот зачем придумывать велосипед, если он давным-давно придуман? Короче, у меня закончилась бумага, и я решила использовать бумагу, которую использую для аэрогриля. Короче, вот такие у нас будут огромные суши. Катаем прямо так же, как котлетки. Смотрите, какой красивенький. Видали, да? Что-то я, конечно, переборщила. Да офигище наделала. Офигеть. Да мои суши будут вкусней, чем любой сушницы. Или как там? Суши, где продают, как называется? Я не знаю. Мои суши будут намного вкуснее, чем в ресторанах, чем в Китае, в Японии, которые типа считают себя профессионалами. Вот эти суши будут просто обалденные. Вот увидите. Даже сейчас Альберт придет и офигеет. И не поверит, что это я готовила. Что не похоже на эти суши? На нюх похоже. Нюх похоже. На вкус тоже похоже. Смотри, как красиво выглядит. Между прочим, как в дорогих ресторанах. Сейчас шапочкой намажем, еще мы в духовку отправим. Вообще это красота. Домашние суши когда-нибудь кушал? Нет? Никогда в жизни не ел. Потом больше уже в ресторанах ты суши кушать не сможешь после моих вот этих вот суши. Не после моих, конечно, это рецепт Кати. Кстати, гостям же можно готовить.
И он очень быстро готовится. И легко, самое главное. И ингредиенты. Прямо раз, два, три. Посмотри, как красиво действительно получилось, а? Мне даже самой понравилось. Прикольно, да? Ох, что-то вообще густой, конечно, да? Что-то слишком да? Много, да? Эй, интуймай-то! Сейчас будешь суши кушать. Домашние суши когда-нибудь кушал, нет? Никогда в жизни не ел, Анкет. Потом больше уже в ресторанах ты суши кушать не сможешь после моих вот этих вот суш. Действительно красиво получается, да, Дарина? Угу. Кстати, гостям же можно готовить. И он очень быстро готовится. И легко, самое главное. Все, друзья, наши домашние ленивые суши собственного приготовления готовы. Отправляем в духовку на 200 градусов, пока шапочка не зарумянится. Как только вы увидите, что на сушах шапочка зарумянилась, вытаскиваете. Значит, блюдо готово. А что тут готовить-то, если так подумать? Тут же все готовое уже. Бисмиллахиррахманиррахим. Ну, отрыгали я с собой довольна. Я не успела поставить, даже минутка не прошла. А может быть, прошла минутка. Уже приготовилась, представляете? Во! Короче, прошло всего 20 минут с начала приготовления духтар. Представляете? 20 минут хватило, чтобы приготовить целый лист домашних суш. Ну, конечно, гора посуды. Ёкарный бабай. Это еще минут 10 мыть. Ну ладно, зато суши есть. Сейчас будет дегустация домашних суш от башкирской домохозяйки. Смотри, какие прикольненькие. Как в лучших ресторанах Башкортостана. Эй, камера, аккуратнее с моторикой. Вот он красивый такой. Ну прямо ушай-то. Да, Молодец. а то ушай-то вот так макаешь. Да, вкусно. Ты нахрен. Давай честную оценку давай. А что знаете, там Готовить такой? готов, конечно. О, меня пропускает или что? Ну да. А пропускаешь или что? Ой, спасибо, спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо. Давай на этот наш, как называется, вот этот аварийка. Вот, с мамой мужик пропустил меня. А не то, что остальные. Никакие они не джентльмены, не пропускают женщин. Слушай, я этот чупа-чупс вообще-то дала, чтобы ты почистила, и мне дала. А что ты его кушаешь, сидишь, А что ты молча мне его дала? Я думала, ты не дала. Я думала, ты поняла, что его надо почистить мне? Нифига себе. Как должна была его понять? Типа, Да. Дай сюда, это мой чупа-чупс. Я в жизни никогда не подумала, что в 46 лет буду чупа-чупс Не сидеть. жалко тебе чупа-чупс за дочери? Сидит еще такой, это мой чупа-чупс. Прикинь, да, вот так мама говорит. Это мой чупа-чупс. Вот это как убрать тиграгана? Аж надо маками пустите. Воздух пустите, воздух. Откуда? Какой-то из этого буроватыш нужно, короче, воздух пустить. Что-то нифига не пускается. Теплый воздух, что ли? А? Теплый воздух надо пускать, что ли? Не помню. Вот. А, бутыпара, нормально все. Да? Вот и пора. Рукой не делайте, бутыпара. Ура, как там воздух пошел. Да, ну такой, а я что? Извините. Могу вот так вот попробовать сделать. Зарина. А вы знаете, что Зарина... Ай, не надо. Это шутка была. Это была шутка. Вообще меня никогда не верьте. Никогда меня не верьте. Она Зарина такая умная, убрала эту штуку. Да, вот, смотрите. Так когда паркуйтесь возле дешевых машин, ладно? Вот я тоже так думаю, да. Бляха-муха, Мерседес, правда? Нормально, Мерседес? Мерседес не задевайте, она не задевайте. Мерседес-то сзади. Когда крутой тачка. Ну так-то эту тоже страшно будет задевать. Тойота, ман, Мерседес. Выконный Мерседес. Нашли где парковаться. Зато я смогла припарковаться. Ура! Аплодисменты! Золя, аплодируем! Спасибо, мы доехали, все живы, здоровы, Аллах шукур, и мы смогли припарковаться задом. Это для меня достижение. А, кстати, друзья, помните, я здесь волосы свои красила? Очень красиво, между прочим, здесь красят. Здесь не только волосы красят, здесь и профессиональная косметика. Вообще, это магазин, салон. Мне очень нравится еще хозяйка Гульнара. Она прямо, знаете, про красоту волос, про красоту кожи знает абсолютно все. Она занимается косметикой с 15 лет.
увлекалась, вот, кстати, тоже как Азария. И вот Гульнара, хозяйка магазина, сама увлекалась косметикой, начала изучать эту косметику. И в итоге, прикиньте, у нее теперь свои магазины. Представляете? И она выбирает продавцов-консультантов, только тех девчонок, которые действительно знают про косметику все. Таких консультантов вы больше по Уфе не найдете. Вот я честно говорю, это очень честный ход. Мне вот эта линейка нравится. Вот это. Классная, да. Это очень крутая линейка, между прочим. Год назад меня Гульнара, хозяйка магазина, когда я пришла волосы красить, она мне подобрала всю полностью уходовую косметику. Посмотрела мою кожу и говорит: так, Милеша, у вас зрелая кожа, вот это. И она мне прямо целую собрала систему ухода за кожей. И вот, кстати, после нее только я и начала ухаживать за кожей. Год назад всего лишь. Прикиньте. А до этого вот я как-то наплевательски относилась. А вот Гульнара, она начала рассказывать мне про мою кожу, про косметику, какой пользоваться надо, да. И вот как-то она меня прямо, знаете, вот зажгла, что ли, вдохновила, чтобы я ухаживала. А до этого никто меня нафиг не вдохновлял. Она все равно не мажется SPF. Ну, SPF я мажусь, когда солнце. Сколько можно набрать? А? Сколько денег ты мне разрешаешь здесь потратить? Немного. Немного это сколько? Ну, сейчас посмотрим, я не малярла. Ну, не знаю. Зависит от того, сколько можно потратить. Мне уже страшно. Или это для сотрудников. Самый большой надо яблоко взять. Там написано было, нужно помыться. Что, так было написано, да? Да, написано было, нужно помыть. А что, яблоки помыть надо, да? Бери яблоки, бесплатно пока. Бери яблоко, говорю, бесплатно. Может, за 2 взять. Зарина, ты тоже возьми. Мне надо для возрастной кожи, у которой климакс, которая пережила пластику и которая пережила похудение. Вот прямо... Уход целый составить? Да, вот такой уход, учитывая вот эти нюансы. В общем, как вы знаете, последние пару лет я крашусь в блондинку. Каждые полгода я обновляю корни и тонируюсь. Что это значит? Это значит, что мои волосы со временем превращаются в солому просто. И я смотрю одну девочку в ТикТоке, у нее просто шикарные блондинистые волосы, хотя сама по себе она не блондинка. И она мне посоветовала взять вот такую вот маску от Haddad Hydra Liquid Silk Treatment. Что это значит? Ну, это значит, что у тебя волосы будут как шелк после нее. И, эта маска мне очень нравится, она вообще самая лучшая, я уже, не первый раз ее покупаю, но, как вы знаете, второй раз я ее не могу купить, потому что ее вечно нет в наличии нигде. А здесь есть? Да, здесь она есть. И здесь она по адекватной цене. За блондом ухаживать дорого, очень Блин, за дорого. блондом точно ухаживать дорого, блин. И вот спасибо, что существуют такие места, где есть адекватные цены, и можно купить вот такие вот маски по адекватным ценам. Подытожим, что же вы выбрали по уходу для лица? Во-первых, каждое утро, с чего вы начинаете ритуал? Утром, вечером вы умываетесь с тоником на лице, с аминокислотами шелка. Почему мы его подобрали? Аминокислоты будут работать именно как витаминки для вашей кожи. За счет того, что в составе здесь еще алоэ вера, кожа у вас будет увлажненная. Далее, конечно же, вы используете тонизацию. Это тоник. Мы подобрали с вами 2 тоника. Это серия анти-эйдж с пептидами на разглаживание морщинок. То есть кожа будет у вас напитанная, увлажненная. И, конечно же, серия антикупероз. Это, так как вы сказали, что у вас присутствуют маленькие такие куперозики, да, будет именно укреплять сосуды вашей кожи. То есть за счет того, что здесь в виде спрея вы будете именно распылять его, здесь мелкодисперсное распыление, можно будет их между собой чередовать. Мы с вами подобрали тонер с молочной кислотой. То есть если здесь мы будем с вами наносить именно на ватный диск, а здесь просто распылять на лицо, тонер мы прям наносим, он более густой консистенции, он идеально будет увлажнять кожу, молочная кислота. Его прям вы наносите ручками. Маска 2 штуки. 2? Да, одну мне... В смысле? Потому что ты сейчас свою кончаешь, потом на мою перейдешь. Если это моя, я подпишу, и чтобы мою не трогала. Так ты голову просто 1 раз в неделю моешь, вот тебе и хватает. И то, дай бог, 1 раз в неделю. А что, хватит 1 раз в неделю? Можно же, да, голову 1 раз в неделю мыть? Или нельзя? Это зависит от типа кожи. Да, у меня сухие волосы, я могу себе позволить 1 раз в неделю мыть. Ты воспринимаешь 1 раз в неделю, что ли? Иди нафиг, блин, честно говоришь, блин. Поняла? Одна маска моя, одна твоя. Блин, на какую сумму вышла, мне теперь страшно спрашивать. Вы что, эти девочки, это мне страшно. А то. Не пугайте меня, пожалуйста, ладно, чтобы у меня инфаркт не случился. Да вы не даете свое яблоко.
Ертерге халмағымда бысырақ. Қолдарын кім ғана халмаймын. Бұл алманы мен уже бүтін ерге А қалыпсың. потом мама удивляется, почему у него в детстве были лямбри. И почему у нее кут косый, да? Во всех смыслах. В смысле? Во всех смыслах. Между прочим, девчонки, вот, правда, вот когда приходишь в магазин, да, сколько раз замечала, начинаешь спрашивать про это, про то, да, они сами не знают, продавцы. Я не знаю, сейчас давайте прочитаем. Я сама могу прочитать. Вот Гульнара, между прочим, хозяйка магазина, сама вот очень хорошо разбирается в косметике. И он готовился, блин, весь, блин. Вот чем меня, вот это очень жирный плюс, между прочим, очень жирный. Потому что мне, видимо, разбираться и мегас, мне нужен хороший консультант, который вот действительно меня юляпирает, как меня вообще пользоваться и чем пользоваться. Чё какая? А, нормально. Это сумму не это, запипикаешь, ладно? У меня такое же лицо сейчас. Прикинь, Зарина, мы заблудились, и ваши, и знаешь, сколько кружили, блин. Аля, проехали повороты и потом кружили, блин. Минут 5 кружили, блин. И нам все машины пибикали, мы нарушили. Одна машина побибикала, и мама сразу, мы 5 минут кружили. Ты знаешь, сколько мы кружили? Одна машина побибикала. Нам все машины бибикали. Потому что машины классные. Я люблю преувеличивать. Мы пришли на укладку бровей и на наращивание ресниц. А Заля, короче, наращивает ресницы, а я буду укладывать брови. Я же говорю, что у нас сегодня бьюти-день. Бьюти. Я новое слово знаю. Бьюти-день. Почему я тихо разговариваю? Потому что здесь, видите, все спят, девчонки. Здесь вообще релакс. А как часто этот брови ты можешь укладывать? Вообще, естественно. Кто-то в полтора делает, в зависимости от того, насколько быстро волосы растут, насколько быстро обновляются. В смысле? Брови тоже обновляются, что ли? Конечно. Правда? Я думала, что брови так же остаются. Сейчас красиво уложит мои прежние брови. Все равно, когда уложишь красиво, да? Эй, что уснул? Не спит, что ли? Да. Фига себе, быстро уснула, блин. Офигеть. А Саня тоже, как я, махом засыпает. Я тоже не успеваю приходить, вот ложиться, сразу же начинаю храпеть. Знаете, что я заметила? У меня брови длиннее начали расти. Ты что, наверное, с возрастом? Прям длина бровей. Вот тут вот смотрю, они такие длинные. Волоски сами? Да, волоски длинные стали. Это, наверное, из-за возраста. Вы замечали у бабушек дедушек такие длинные? Одна там волосинка бывает такое. Это еще, знаете, когда типа седой растет, вот у взрослых, там, например, вот, у них прям вот, ну, это бывает, то есть 2-3 волоска максимум, типа, Ну вот у меня тоже смотрю, 2-3 волоска такие длинные. Нет, Я у вас такая думаю, нет, ты у меня стареешь, значит. нет, вообще, кстати, не видно. У вас бровки густые. Да, конечно, очень хорошо. Вот, девчонки, смотрите, как красиво уложили. К вам придешь прям спать охота. У нас тут полный релакс. Наверное, на бровях, когда делают коррекцию, это можно считать как комплимент. Обычно же всем коррекция очень больно, там. Нет, нифига не больно, вообще Да? круто, да. Ой, блин. Вот я и дожила до такого момента, друзья, когда дочка со мной ходит на бьюти. Как называется? Услуги или хрен знает, я уже забыла. В общем, без компьютера наша тут всегда свежие вкусные картофели. И орешки тоже. Прикинь, еще кто-то приходит на ресницы, и она без шампанского дырочками. Представляешь? Много такого. А? Прикинь, кто-то пришел на ресницу с похмелья, похмелья с шампанским, и от души какого-то шайтан народ. Тут даже шампанское подают девчонки. Даже пищи не было. Итак, бьюти-день закончился, мы едем домой. А Зале сделали вот такие вот шикарные ресницы всего за 1,5 часа. Это, кстати, очень-очень... Мне шикарные брови. А да, для Ушаба шикарные брови сделали, покажите. Вау! Вот такие вот ресницы вышли, очень красиво. А тебе ничего не сделали, Дарина? Ужас какой! Очень красивые вот такие вот реснички.
По лицу видно. Ты что ли были? У нас это включенный минимакелю фарм. Это Макай, белдик, нормально. Нифига себе, бельдик, нормально. Недавно мою машину прошмонали от и до, блин. Даже проверили, какие я таблетки пью. Я сейчас вообще гаишников боюсь уже, у меня большая бляха-муха. Они даже спросили, фруталакс от чего. Даже мой стаканчик для мочи, для сбора мочи даже проверили, это что, типа ранила. О боже. Каждый менің рюкзактың китайчик шіріп сықтылар. Каждый багажник, машинаның әрбір чешігін шірділер. И у меня после этого травма теперь. Теперь я гаишника вижу, мне мандраж сразу хватает. Нет, это что было вообще на самом деле? Маму гаишники остановили, а она, короче, такая окошко спускает и спрашивает, а где мне остановиться? Ну правда. Они же не показали, куда мне остановиться. А вдруг я неправильно остановлюсь еще? А потом еще штраф выпишут. Это вообще-то мои учпучмаки. Чего вы жрете мои учпучмаки? Тебе жалко, что ли? Вы свои учпучмаки съели. Оплатил Батархан мои покупки. Это было незабываемое ощущение, когда мужчина оплачивает твои покупки. Я же впервые в жизни ощутила эти ощущения, когда мне оплатил мужчина покупки. Офигительное ощущение. Мне это понравилось. И теперь я хочу, чтобы меня постоянно какой-нибудь мужик оплачивал мои покупки. Теперь я Зарину очень хорошо понимаю. Теперь я Зарину очень хорошо понимаю. Ну так ладно, смотрите, я забыла же вам показать, что меня Батархан купил. Вау. Красиво. Красиво, да? Да. Это в Нью-Йорке взяла. Так, сейчас цену скажу. А, давай посчитаем, сколько вообще Батархан потратился. Калькулятор включай, да. Давай. Давай, калькулятор открывай. Так, это сколько? 1300 1300. в Нью-Йоркере. Ага. Вот, это надевательная, да. С платьишком можно, джинсами летние такие ленимаки. Красивый. Красная футболка. Офигительная, я люблю, обожаю вот такие. Ой, вам цвет оверсайз. идет очень. Да, я вообще люблю красные футболки. Красиво, да? Как тебе? Потом, короче, смотрите, красная. А цена? Цена. Так, это тоже в Нью-Йоркере. Цена 900 рублей. Давай, заходи. Я тут показываю, что мне Батархан купил. Это, знаешь, очень нравится, мне понравилось, это когда мужчина оплачивает мои покупки. Ага. Какая красная майка. Угу. Красиво, да? Угу. Почти одинакового цвета. Цена. А, цена нет. Блин, да, уже. Сейчас. Сейчас посмотрим, сколько Батархан потратил на меня. 550. Что-то какие-то бомжатские фотки выбираем по скидке. Если тебе Батархан, если тебе мужчина оплачивает вещи, нужно пойти и выбирать бренды в магазине. В Гути какой-нибудь зашла бы. А ты как лол зашла в Нью-Йорке за 550 майки выбираешь. Она же изначально не знала, то, что он оплачивает, Азария. Да. Ну, если ты идешь на мужчину в магазин, надо изначально предполагать, Хоть что тебе их оплатят. Мужчина малолетний, женатый. Это не важно. Ой, блин, как будто гинин покупки оплачивает кто-то. Харахалай-то. Да, не оплачивает кто-то. Вот кто оплачивает. Да. Вот кто оплачивает. Зарина, ты плохо влияешь на Азалию. Харахини гудерман, видя утра. Надо было пойти в Гуччи, Мучи. Так я Офигеть. сама, блин, как лошара в этих шоурумах одеваюсь. Потом, короче, еще одна красная майка. Сколько? О, я обожаю красный цвет. Ее, короче, набрала. Я же не знала, что я это все возьму. Я думала, выберу среди этих маек. Прикиньте. А он взял все, сказал, все оплачиваю. Я решила все взять. Я же думала, что-то одно из двух возьму. И это тоже 550 рублей. Вот, я же думала, из этих буду выбирать одну штуку. А он сказал, давайте я оплачу, и я решила взять все забрать. А вы короче. примерить успели? Нет, я не стала даже примерять. Пока он не передумал. Я испугалась, что он передумает. И не стала даже примерять все. Я даже обувь не стала примерять. Я с радостью схватила вот так и побежала к касса, как дурачок. Еще одна красная футболка. Ну я решила, раз думаю, он доплачивает. Я же взяла, чтобы примерить и понять, какой размер. Поэтому я взяла две. Одинаковые? Одинаковые, в том-то и дело, бляха-муха. Ну я же говорю, что я хотела примерить и понять, какой размер меня надо. А раз, думаю, он оплачивает, думаю, возьму две красные футболки одинаковые. Какой ужас, господи. Нет, это 800. Так, это какой размер? Я думала, Альберту подойдет, думаю, заодно пускай Альберт. Она даже за чужой счет вам футболку купила. Денька. Давай-ка, быстренько, уж на футболку. Это Батархан оплатил твою футболку. Так что рахаттали можешь киевырга. Давай, вставай. На стульчик можешь встать. Всем видно. Че он тебе, маленький, что ли? У вас будет family look, Да, Милша у нас будет family Бай. look. А что так?
А почему папа такой черный? Я с работы приехал. такой. Но он на стройке загорает. Как у колючек. Меня ветром сдуло. А сдуло, ветром проветрило. Ветром проветрило. Ощущения ощущаются, Азаль. Это у них, понимаешь? Семейное. Ветром проветрила папу. Что ты теперь сделаешь? Ну, друг ты меня. Вообще. Вот, короче, это XL. Я думаю, ладно, черт с ним. Раз думаю, платит, думаю, банала захватил. Потом, короче, я вообще-то взяла... Я вообще-то взяла их 3. Думаю, раз оплачивают, думаю, пускай эту тоже прихвачу. У вас точно family look будет, Азаль. А Зайки тоже, думаю, прихвачу-ка. 6700. Вот. На меня, 400. Ой, 6400. на меня потратил мужчина 6400 рублей. Женатый. Женатый. Который вам молодой. сыновья годится. Да, который мне сыновья годится. Представляете, мне 6000. Ваша реакция? Нормально? Тебе нашу футболку оплатили, и Азали, и мне. Мне не влазит. Ну ладно, это все 3 я буду носить. Ну я думаю, раз платит, думаю, черт с ним, возьму все 3 и все. Он, наверное, думал, то, что они все одинаковые, поэтому он, наверное, выберет одну, типа. Да. И мама пошла на кассу со Фала. Ну прикольно же, да, Зарина. Да, хорошо. Вот. Как вам ваши ощущения? Ну, я же очень мне понравилось. Мне так понравилось. Обычно же я всю жизнь сама оплачивала. Всегда. Мне никогда в жизни никто мои покупки не оплачивал. Никогда. Алей, Сергей, уже. И нормально, просто с работы приехал. Просто с работы приехал. И вот ветром сдуло сегодня. Переветрила его сегодня. Обветрила, переветрила его конкретно Ну сегодня. там такое место, Какое место? где ветер всегда. Ну вот, короче, никогда в жизни никто мне ничего не оплачивал, а тут мне понравилось. Эх, интересно, красота.